إن الدين عند الله الإسلام. Хвала Аллаху! Воистину, когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать «будь», как это сбывается. Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает, и к Нему вы будете возвращены. Аллах сказал: Он сотворил вас из земли, после этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. Я воздаю Ему хвалу и благодарность. Его милости по отношению к нам следуют друг за другом. Все блага, которые вы имеете от Аллаха, Аллах сказал: если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, искренним чистым свидетельством, которое поможет сказавшему его в день, когда пользы не принесет ни имущество, ни дети. Я свидетельствую, что наш господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, избранный пророк, верный и надежный, да благословит Аллах и приветствует его пречистую семью, благих сподвижников, которые вели путем истины и устанавливали справедливость, табиинов и тех, кто последовал за ними вплоть до Дня Воскресения. Я завещаю себе и вам, о люди, страшиться Всевышнего Аллаха. Бойтесь Аллаха, да помилует вас Аллах. Требуйте достоинства богобоязненности, поклонения, благочестия, радости в книге Аллаха, победы в терпении, богатства в довольстве малым, спасения в правдивости, благодарности в довольстве, покоя в оставлении зависти, тяжести весов в благонравии, а благополучия в охранении языка. До чего же прекрасно благое дело в качестве спутника. Аллах сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и веруйте в Его посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне и своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас, Аллах, прощающий, милосердный». О мусульмане! Одно из проявлений слабости религии – недостаточности богобоязненности и ошибки в понимании веры. Есть один из больших грехов, касающийся неприкосновенности чести, один из порочных нравов, который явно проявляется на людских собраниях и сборищах. Этот грех совершают почти все. Люди ученые и простые, мужчины и женщины, молодые и старые. Это преступление опасно, а его лечение затруднительно. Это трудноизлечимое заболевание, которое разрушает общество, сносит построение, разрывает связи между людьми, узы любви, вызывает гнев, наполняет души злобой, сеет раздор, распространяет скрытую ненависть и порождает затаенную злобу. Сколько секретов было разоблачено, сколькими хорошими людьми из-за этого стало меньше, сколько сообщений было выдумано и сфабриковано. В этом деле принимает участие и тот, кто говорит, и кто слушает, и кому это нравится. Поняли ли вы, что это, о рабы Аллаха? Это угощение нечестивцев, старания немощных и пастбище грешников. Воистину, люди, совершающие это действо, являются пожирателями человеческого мяса. Нет хуже, они пожиратели разлагающихся трупов. Это гиба, хула. Да сохранит вас Аллах. Что даст тебе знать, что такое гиба? Терзание чужой чести и самое большое ростовщичество – это произвол человека по отношению к чести своего брата. Наш посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, определил понятие гибы и разъяснил ее суть достаточно подробно. Он сказал: гиба – это упоминание твоего брата так, как ему не понравится.
Аллаху Акбар, рабы Аллаха. Гиба – это все, что ты сказал другому, умолив достоинство твоего брата и опорочив его. Гиба – да помилует вас Аллах и дарует благополучие, очернение твоего брата, его внешности и нрава, его религии и мирской жизни, его тела и одежды, его детей и родителей, его жены и семьи, его слуги и вида, его работы и отношения, его движений, улыбки или хмурости. Гиба бывает словом, делом, описанием, движениями, знаками, символами рук, языком, глазами и пальцами, подмигиванием и высмеиванием. Хуже всего, когда гиба происходит не одним способом, а человек, совершающий ее, ссылается на побуждение души и на тех, кто ей подвержен. Да сохрани нас от этого Аллах. Хулитель порой может делать гибу под видом религиозности и благочестия, праведности и набожности. Например, ты можешь услышать, как он говорит: «У такого-то человека да простит Аллах ему и нам так-то и так-то, да дарует ему Аллах благополучие». Другой несчастный произносит злословие под видом удивления и говорит: «Как такой-то может делать так-то? Воистину, я прошу прощения у Аллаха, как он может так делать?» Есть и такие, которые делают гибу со скорбным видом, выказывая свою любовь и сострадание, говоря: «Меня огорчает положение такого-то. Я сочувствую нашему брату такому-то, потому что он сделал так-то и так-то. Да дарует Аллах благополучие нам и ему и защитит от этого». Он может сказать: «Это сделали некоторые люди, или некоторые из тех, кто проходили мимо нас, или те, кого вы знаете». Причем люди, к кому он обращается, сидящие с ним, лично знают человека, о котором идет речь, и догадываются, кто это. К гибе относятся намеки. Если кого-нибудь спросят: «Как дела у такого-то?», он ответит: «Да исправит Аллах нас и его», намекая этими словами, что у него не все в порядке. Он может также сказать: «Такой-то испытан тем же, чем и мы». Дело принимает более опасный оборот, если он говорит об этом так, как будто порицает неодобряемое. Но Аллах знает, что он порицает лишь с целью очернить другого человека. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Ученые вынесли решение, что плохие мысли о мусульманине считаются гибой. Если ты подумал плохо о брате-мусульманине, то не посылай вслед за своими мыслями дела. Аль-Газали, рахимахуллах, сказал: если он сказал своим языком «молчи», хотя сам по себе хочет продолжения гибы, то это лицемерие, и такие слова не выводят его из греха. У гибы, да сохранит вас Аллах, нет границ, и ее двери никогда не запираются. Когда один человек спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «А что, если в моем брате действительно есть то, о чем я говорю?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Если в нем есть то, о чем ты сказал, то ты злословил о нем, сделал гибу на него. А если в нем нет того, о чем ты сказал, то ты оклеветал его, сделал на него навет». Бухтан. Хадис привели Муслим и другие. Аль-Хасан аль-Басри, рахимахуллах, сказал: упоминание о других бывает 3 видов: злословие, клевета и ложь. Злословие, гиба, это когда ты говоришь то плохое, что действительно есть в другом человеке. Клевета, бухтан, когда ты говоришь плохое о человеке, хотя в нем нет этого качества. Ложь, когда ты говоришь о том человеке, что до тебя дошло относительно него. Чтобы вы осознали все масштабы бедствия, посмотрите, да помилует вас Аллах, о чем говорят люди в информационных сетях. Там происходит многочисленное распространение и обнародование людских недостатков и пороков достойных благочестивых людей. И нет и мощи, и силы ни у кого, кроме Аллаха Возвышенного Великого. О мусульмане! Сколько вы видите небрежных мусульман, которые превратили свой язык в ножницы, отрезая ими чужую честь, пороча чужие достоинства, понося и выискивая недостатки, умаляя достоинства и дискредитируя людей. Такой-то высокий, а такой-то низкий, этот дурак, а тот грешник, это мунафик, лицемер, а тот льстец и подлиза, и так далее. Сколько ты видишь с виду хороших людей, не совершающих мерзости и не творящих несправедливость, при взгляде на которых заметно благочестие, они делают намаз, держат уразу и дают садаку, однако их язык клевещет на людей, живых и уже умерших. Такой человек не обращает внимания на то, что говорит. Почему же его поклонение не сдерживает его? Благочестие не препятствует гибе. Разве не будут люди низвергнуты в огонь, опрокинувшись на свои лица, только из-за своих клеветнических речей? Собрание с гибой – это место собрания зла.
бед и искушений, пожирания благих дел. На них пожирается мясо верующих, на них порочится репутация неподозревающих об этом людей. Это застолье погибели, пути следования к вреду. Своей гибой хулитель причиняет вред себе и своему собеседнику. Они причиняют вред рабам Аллаха. Это неуважительное отношение к другим людям и пренебрежение запретами шариата, заблуждение в религии и скверное поведение по отношению к сознательным людям. Суфьян бин Уэйн, рахимахуллах, сказал: «Гиба перед Аллахом еще хуже, чем прелюбодеяние и испитие вина, потому что прелюбодеяние и питье вина – грех, который совершается между тобой и Аллахом Азза ва Джаль. Если ты покаешься, то Аллах простит тебя, гиба же не простится тебе, пока тебя не простит человек, о котором ты злословил». В гибу их вергла лишь слабость веры, согласие с товарищами, угождение собеседникам и недостаточное количество сознательности и благочестия. Ведь самое большое благочестие проявляется в языке. О хулитель! Сколько людей, покрытых пылью и одетых в лохмотья, лучше перед Аллахом, чем ты, лучше тебя по отношению к самому себе и в обращении со своими семьями. О мусульмане! Гиба запрещена в книге Аллаха, суне его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и по иджма, единогласному мнению ученых. Ее отвергает сама человеческая природа и чистые здоровые души. Аллах сказал: «О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха, воистину Аллах, принимающий покаяние, милосердный». Разве не удивительно, какое отвратительное сравнение получил хулитель, занимающийся злословием? Он подобен тому, кто протянул свою руку, раскрыл рот, чтобы есть трупное мясо. Не мясо животного, а мясо своего покойного брата. Когда наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был вознесен на небеса в ночь Аль-Исра и Аль-Ми'радж, он прошел мимо людей, у которых были ногти из меди, и они их скребли и царапали ими свои лица и груди. Он спросил: «О Джибриль, кто эти люди?» Он ответил: «Это те, кто ел мясо людей и затрагивал их честь». Хадис привел имам Ахмад, и его иснад достоверен. В сборнике хадисов передается история, что однажды Айша, ради Аллаху анха, сказала пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Достаточно тебе того, что София такая-то и такая-то». И она имела в виду то, что София низкого роста, говоря об этом, как о ее недостатке. В ответ он сказал: «О Айша, если бы твои слова были смешаны с водой моря, то целое море изменилось бы». Хадис привел Абу Дауд с достоверным иснадом. Субханаллах, если смешать одно слово, которым пренебрег человек, с водой целого моря, оно повлияет на него. Так что вы думаете о тех, кто проводит часы, занимаясь злословием о разных людях и получает наслаждение поедания их мяса? Рабы Аллаха, кого Аллах защитил от зла того, что находится между его челюстями, и того, что между ногами, тот войдет в рай. Не произносите бесполезные речи, да помилует вас Аллах. Многословие без поминания Аллаха вызывает черствость сердца. И самые далекие люди от Аллаха – это обладатели черствых сердец. Вера раба не будет правдивой, пока не исправится его сердце, а сердце исправится только тогда, когда исправится его язык. Занимайся, да хранит тебя Аллах, собственными недостатками. Удивительно, как эти люди усматривают соринку в глазу своего брата, но не могут увидеть бревен, которые они несут на собственной спине. Посмотри на себя, охраняй свое время и язык. Посмотри на твою верность, надежность, нрав, обязанности, на членов семьи и твою работу. Занимайся собственными недостатками, да помилует тебя Аллах. О мусульмане, если хулитель отдаст сам себе отчет, то поймет, во что он себя ввязал, и что своей гибой он губит себя и своих собеседников. Если они не запрещают ему злословить, не советуют ему одуматься и не порицают его, тот, кто слушает хулу, является соучастником, и тот, кто не противится этому, тоже соучастник. Обязательно нужно порицать злословие, просить прощения, давать советы и защищать честь верующих. Кто защитит честь своего брата, Аллах защитит его от огня в судный день, как об этом сообщается в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Рабы Аллаха, Аллах будет следить за недостатками того, кто будет следить за недостатками своего брата. Аллах опозорит того, за чьими недостатками он следит. Даже если это будет внутри его дома, когда возникает гиба, исчезает братство в Аллахе, как сказал Аль-Фудейль ибн Ияд, рахимахуллах. Один из праведников сказал: «Если бы я злословил о ком-либо, то прежде всего стал бы злословить о своих родителях, ведь они более других людей достойны того, чтобы забрать у меня мои благие дела».
Один человек хотел развестись со своей женой, и его спросили, что тебе не нравится в ней? Он ответил, разумный человек не изоблачит свою жену. Когда он развелся с ней, его спросили, почему ты с ней развелся? Он ответил, как я могу говорить о посторонней для меня женщине? Так бойтесь же Аллаха, да помилует вас Аллах, и остерегайтесь того, чтобы людская честь обсуждалась на ваших собраниях, а человечье мясо подавалось бы на ваших застольях. Аллах сказал, мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают, записывают деяния. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Да принесет Аллах пользу мне и вам в великом Коране и руководстве Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Я сказал все и прошу прощения у Аллаха для себя, для вас и для остальных мусульман от всякого греха и прегрешения. Просите у Него прощения, воистину Он прощающий, милосерд. Хвала Аллаху, чье владычество велико, пречист Он. По своей мудрости Он возвысил одни народы и унизил другие. Я воздаю Ему благодарность за величайшие и бесчетные милости и свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, и знает то, что явно и что скрыто. Я свидетельствую, что наш Господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, заступник, к заступничеству которого будут обращаться в судный день. И тот, кого поддержал Аллах аятами и сурами, да благословит Аллах и приветствует его семью, благих и благословенных сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними с искренностью, пока солнце и луна чередуются и сменяют друг друга. Гыба, да помилует вас Аллах и сохранит, один из больших грехов. Большие грехи не искупаются благими делами, как намаз, ураза, милостыня и так далее. Необходимо отказаться от совершения гыбы, чувствовать раскаяние, искренне покаяться и разобраться с тем человеком, честь кого была затронута. Опасность гыбы возрастает в разы, если след от нее увеличится и в зависимости от положения того, о ком злословили. Чем сильнее вера человека и чем более он благочестив, тем больше будет греха за злословие о нем. Злословие о благочестивых людях, обладателях знания и достоинства, а также правителях мусульман оставляет большой след сеяния розни среди людей. Она лишает людей доверия, возбуждает смуту, не говоря уже о том, что за этим следует пренебрежение приказами Аллаха и его религии, лишение блага и бараката, в результате чего наступает анархия, беспорядок и смута. Рабы Аллаха, ученые упомянули примеры, которые не подпадают под определение запретной гыбы. Это те случаи, когда человек, с которым обошлись несправедливо, может жаловаться тому, кто может ему помочь, например, судьям и правителям. Можно говорить о грешниках и злодеях, об их нечестии, нововведениях, зле, отклонениях в сторону и плохом поведении, порицая их и предостерегая от них, сдерживая их нечестие и уменьшая исходящий от них вред. Даже если ученые разрешили подобные вещи, нельзя бросаться порицать кого-то до того, как изучить, в чем содержится польза, и принять меры предосторожности, идя к достойной цели и правдивому совету. При этом надо избавиться от показухи и желания мести. Если что-то не ясно, то в любом случае благополучие ничто не заменит. Воистину, честь мусульманина охраняется, и его неприкосновенность оберегается. Так бойтесь же Аллаха, да помилует вас Аллах, и охраняйте свои языки и собрания, защищайте честь ваших братьев, объедините ваше слово, чтобы ваша религия оставалась в безопасности, ваше братство продолжалось, и дела шли правильно. Благословляйте и приветствуйте милость для миров, вашего пророка Мухаммада, посланника Аллаха, как это повелел вам ваш Господь в своей книге, сказав благородные слова. Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка. О те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром.
О Аллах, благослови и приветствуй Твоего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада, возлюбленного, избранного, выбранного пророка, его пречистую семью, его жен, матерей правоверных. Будь доволен, о Аллах, 4 праведными халифами, Абу Бакром, Умаром, Усманом, Али и всеми другими сподвижниками, табиинами и тех, кто последовал за ними, вплоть до судного дня, и нами вместе с ними, Твоей милостью и щедростью, Он наищедрейший. О Аллах, возвеличь ислам и мусульман! Аллах, возвеличь ислам и мусульман! Аллах, возвеличь ислам и мусульман! И оставь без поддержки тиранов, безбожников и остальных врагов религии. О Аллах, даруй нам безопасность в наших странах! Аллах, даруй нам безопасность в наших странах! Аллах, даруй нам безопасность в наших странах! Исправь наших имамов и правителей! О Аллах, сделай наше правление посредством тех, кто боится Тебя и страшится, о Господь миров! О Аллах, направь правителей мусульман к тому, чтобы их деяния согласовались с Твоей книгой и сунной Твоего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сделай их милостью для Твоих верующих рабов, объедини их слово на истине и прямом пути, о Господь миров. О Аллах, утверди благоразумие для исламской уммы, когда праведные люди получают могущество, а грешники будут наставлены, где будет призываться к одобряемому и запрещаться порицаемое. Воистину, Ты способен на каждую вещь. О Аллах, порази евреев, захватчиков и оккупантов, и воистину они ничего не могут сделать против Тебя. О Аллах, не спошли на них Твое наказание, которое не отразится от преступного народа. О Аллах, воистину, мы призываем к Тебе от их зла. О Аллах, направь нас к покаянию, раскрой нам двери принятия и ответа. О Аллах, прими наше повиновение, мольбы, исправь наши дела, прости нам наши прегрешения, излечи наших больных, помилуй наших умерших, прости нас и помилуй, о самый милосердный из милосердных. Рабы Аллаха, воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может вы помянете назидание. Поминайте Аллаха, и Он помянет вас, благодарите Его за Его милости, и Он прибавит их вам. И поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите.